Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что в вашу жизнь скоро придет и что из вашей жизни скоро уйдет. Что появится, что исчезнет. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, для себя и также загадайте, пожалуйста, свой срок. Не загадывайте слишком близко, там 3-5 дней не надо загадывать, и не загадывайте слишком далеко, там, год и больше тоже загадывать не стоит. Так, настраивайтесь. Я попрошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, конечно, вышло. Мои хорошие, удивительные знаки здесь вышли. Сейчас будем разбираться. Давно я такого не видела. Тема, и интересней. Давайте пойдем по порядку. Начнем с того, что скоро уйдет из вашей жизни. Здесь у меня 2 человека. Видите, да? Человек 1, человек 2. У одного человека в руках коса, а у другого меч. Эти люди очень сильно между собой ссорились, ругались, дрались, соревновались, не знаю, крошили друг друга в капусту. Это может быть ситуация в семье, с любимым человеком, с детьми, с родителями, не знаю, с родственниками, с соседями, с коллегами, со всякими там неприятелями. Какая-то была вражда, да, непримиримая вражда. Вот что ни день, то поединок. Поединок, причем вот прям такой, ярый поединок. Смотрите, что происходит. Один человек косу в другую сторону повернул, и другой человек меч в другую сторону повернул. Друг другу навстречу люди подают руки. Понимаете, руки. Все, уже борьбы нет. Путь в головах открывается, новый чистый путь. Вражда прекратится. Прекратится вот это постоянное дергание, обзывание, не знаю, там претензий, все это уйдет и прекратится. Здесь какая-то правда всплывет. Правда, такая жесткая правда, но обманывать не буду. Жесть какая-то пойдет. Настолько это стремительно произойдет, люди просто обалдеют. Тут еще и время, потребуется на то, чтобы прийти в себя. Смотрите, у одних отыграется, что ваш конфликт, он очень искусственный, искусственно созданный. То есть есть какой-то кукловод, подстрекатель, кто вас, так лбами, столкнул, типа деритесь, деритесь, а я буду наблюдать, тут веселиться. Либо выяснится, что, опять же, искусственность этого конфликта, но, например, посредством магических воздействий, посредством каких-то негативных влияний. То есть специально это все было рукотворно, это все было создано для того, чтобы вас прям столкнуть, чтобы вы друг друга просто искромсали, возненавидели, отвернулись друг от друга, и чтобы никогда не было возможности на примирение. Этого не будет. Этого никогда не будет. Здесь по этой светлой дороге и по звезде над головой, здесь высшие силы заступаются за женщину. Не за мужчину, за женщину заступаются. И эту правду выпустят высшие силы. Для того, чтобы женщина не страдала. Чтобы вы разобрались и чтобы пришло понимание, что вы друг другу не враги, что вы друг друга любите, что вы друг друга принимаете, что вы можете жить в любви, в гармонии и в радости. А тот, кто все это затеял, станет всем известен. Имя этого человека станет просто, я не знаю, публично известно. Все будут знать, и вы будете знать, и все, кто вас окружает, будут знать, все люди будут знать. Вот что идет. Этого персонажа
знаете, как скроют, да, снимут с него эту черную накидку и покажут прям вот это он, да, либо это она. Тут не только персонаж станет известен, тут мотивы станут известны, да, почему этот человек все это делал, зачем этот человек все это делал. Но здесь такая громкая история будет. Главное, что счастливым концом. Вот для вас, мои дорогие зрители, идет именно счастливый конец, да, happy end идет. Так, еще что уйдет? Какая-то болячка уйдет. Болячка, вы знаете, боль, болячка, какая-то неприятность со здоровьем связана. Знаете, это может быть травма, последствия травмы, может быть действительно какое-то заболевание, у кого-то даже хроническое заболевание, у кого-то вот недавно приобретенное заболевание. Вот это уйдет, уйдет. Знаете, и полечитесь, и пролечитесь, и, знаете, не только вот медикаментами, еще, может быть, какими-то доп. Средствами, кто-то БАДами, кто-то травками, кто-то, может, там пиявками. У вас как два вот луча, которые вас исцеляют. Поэтому, мои хорошие, не переживайте. Лечение, помощь, все это будет. И забудете вы про свои проблемы, забудете вы про свои болячки. Так, что еще уйдет? Бедность уйдет. Бедность, безденежье, нужда. Вот это уйдет из вашей жизни. И я не буду обещать вам, что вы тут все прям миллионерами станете. Нет, этого нет, и я этого не вижу. Но нужда, да, вот основные свои потребности, человеческие потребности, вы будете с лихвой покрывать. Еще будет оставаться и будете собирать. У вас разорванный карман, он уходит. Знаете, как зашивают этот разорванный карман. Все, денежка будет не только попадать в карман, но и задерживаться в нем. Понимаете, это замечательно, просто замечательно. Так, еще что уйдет? Какая-то тревога уйдет. Тревога, страх, переживание, состояние, не знаю, неприкаянности, у кого-то и обреченности. Вот тяжелая атмосфера на душе и сердце. Да, у кого-то и в доме тяжелая атмосфера. То ли вы за что-то очень переживаете, то ли вы за что-то боитесь, что-то вас пугает, кто-то вас пугает. Вот страхи, напряжение, как следствие, да, там истеричное состояние, апатичное состояние, это все уйдет. Уйдет. Идет рассвет. Понимаете, сейчас вы как будто бы сидите в темноте, причем в кромешной темноте. Черная комната, черные стены, нет света, у вас еще и повязка на глазах. И вам страшно, как маленькому ребенку. И тут, смотрите, солнышко встает солнышко. Почему говорю про солнышко? У вас вот он знак в венце, знак солнца, знак свастики, значение обновления в жизни, хороших теплых перемен. Солнце взойдет, страхи ваши уйдут, просто уйдут, испарятся, как будто бы и не было. Потом в будущем вы будете вспоминать об этом сложном периоде в жизни, и будет смешно. Смешно, да, вот как я могла этого бояться? Почему я этого боялась? Что я столько времени зазря потратила, там, опасаясь чего-то, да? Ничего страшного не произойдет. Это просто надуманные страхи. Либо кто-то постарался создать такую атмосферу страха, переживания, вот накала страстей, и вы просто поддались на эту провокацию. Все это уйдет. Уйдет, исчезнет, как будто бы и не было. Так, что придет? Любовь придет. Сразу вот идет любовь. Любовь и чаша. Смотрите, огромная чаша любви. Здесь в чаше семерка. Видите ее? Вот она, семерка. Прям в самой чаше сидит семерка. Семерка – это знак прорыва, это знак счастливого исхода. Ах, давно я не видела таких сильных знаков. Очень удивительная отсыпка. Кстати, вот я заметила такие дни сильные, когда небеса открыты. Очень много такой прям мурашечной информации идет. Смотрите, кто-то уже знаком с этим человеком. Возможно, вы уже даже в паре в браке, но вы никак не можете друг друга понять, да, никак не можете друг друга оценить. Притирка у вас какая-то такая долгая, затянувшаяся. А кто-то еще не знаком, еще только предстоит познакомиться. Вы знаете, это сама судьба. Вот судьба, вот колесо судьбы вас друг к другу притягивает, притягивает, притягивает. То, что вы там немножко ругаетесь, а ничего страшного, ничего страшного. Вы к друг другу так привыкаете.
а кто-то вот еще только притянется. Вас ждет прекрасная любовь, счастье на двоих, жизнь на одном дыхании и сердца в унисон. Это ваше будущее, это то, что идет в вашу жизнь, то, что обязательно с вами случится. Помяните мое слово. И, кстати, ждать этого момента не так уж и долго осталось. Это вот прям корень рисунка. То есть эта ситуация прям на пороге у вас уже стоит. Поэтому, мои хорошие, давайте, хватит бояться, хватит ругаться. Пришла пора любить. Любить и быть счастливым. Так, еще что придет? Какая-то поездка придет, очень удивительная поездка. Поездка либо семейного характера плана, либо, ну вот 2 человека точно я вижу. Поездка как мечта, как исполнение мечты. Может быть, вы мечтали о какой-то поездке, о каком-то путешествии, либо кто-то мечтал вообще куда-то съехать, переехать. Пришло время осуществить эту поездку. И вы ее, мои хорошие, конечно же, осуществите. Ваша лодка такая крупная, по заданному маршруту, на всех скоростях. Понимаете? Очень удачная поездка, очень удачное путешествие, либо очень удачный переезд. Так, очень интересно показана сторона работы. Здесь она показана как комета, а вы как человек, который сидит на комете и летит в сторону своего успеха. Здесь именно какой-то быстрый, динамичный успех в вашем деле, в вашей работе. Именно в том, чем вы занимаетесь. Если вы сейчас ничем не занимаетесь, только лишь в поисках себя, в поисках работы, знайте, что вы найдете самую лучшую работу из всех возможных и доступных для вас. Самую успешную, самую такую денежную, да, работу, где вы можете получить прекрасный опыт, найти замечательных, добрых друзей, да, не просто коллег, а именно друзей. Очень хороший знак, мои хорошие. Дерзайте, знайте, что ваша удача, вот именно в работе, с деньгами, в делах, она от вас не уйдет. А кто занимается у меня своим делом, бизнесом, ну, мои хорошие, здесь либо прорыв в том, чем вы сейчас занимаетесь, либо резкая смена деятельности, вида деятельности, активности, и причем это будет очень-очень успешно. Ну, допустим, человек вот сейчас сидит, чем-то там занимается, ковыряется, оно не идет. Либо идет с какой-то натяжкой. И это вы так сидите, сидите, жалко бросить. А потом в один момент раз, как щелкнуло что-то в голове, думаете, о, надо заниматься чем-то другим. Тут же идею придумали, тут же применили и тут же и результат получили. Вот так может пойти. Так, еще что придет? Кому-то успех придет. Вот действительно успех. Успех, популярность, известность, узнаваемость. Понимаете? Узнаваемость. И не надо махать рукой, не надо кривиться. Послушайте, мои хорошие, мы живем в прогрессивный век. У каждого человека есть смартфон, интернет. Да? Любой человек может стать и известным, и популярным. И вы зря отмахиваетесь. Вот кто зашел на мою отсыпочку? Можно быть известным, популярным в международном смысле этого слова. Можно быть известным, популярным в своем обществе, в своем кругу, даже в своем доме можно стать известным и популярным человеком. Да? Люди к вам будут приходить, узнавать, здороваться, не знаю, вам радоваться. Поэтому вам быть известным, популярным человеком, вам от этого не уйти. Узнаваемость вам тут 100% обеспечена. Улыбки, узнаваемость и вот желание вот к вам приобщиться, с вами пообщаться. Опять же, знак Солнца, свастика, нам это подтверждает. Кстати, еще по этому знаку вам свыше обещан дар. Дар, подарок, что-то невероятное. Я, к сожалению, не скажу, что вы получите, мне этого не показали, но, видите, сверху вам что-то будет дано. Дано кому-то ключ, кому-то, я не знаю, волшебная палочка, кому-то волшебный заговор, кому-то денежка, кому-то подарочек, да, что-то будет дано, то, что сделает вас счастливым человеком. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.